Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как нетрезвый водитель после задержания уехал от автоинспекторов. Пьяным за рулем его задержали дважды. Расскажем о крупной аварии на трассе М7. Череп, бедро, ноги. Водитель фуры вылетел из кабины после столкновения с КАМАЗом на перекрестке у поселка Новониколаевский. А также помощь замерзающему на асфальте мужчине. И старт слушания дела о серийных кражах из магазинов. Это и не только прямо сейчас. Мужчина дважды за вечер был задержан автоинспекторами нетрезвым за рулем. Первый раз, когда его остановили в жилом комплексе Салават-Купере для проверки документов. Тогда стало понятно его состояние. Второй, когда, выскочив из патрульного автомобиля, он сел за руль своего и уехал от полицейских. За ним развернулась погоня, а Нафиса Минязова была тому свидетелем. Ребенок дома маленький, годовал. Я схожу, они меня ждут. Дайте мне позвонить, пожалуйста, домой. От своих родных мужчина задумался только тогда, когда понял, наказание неминуемо. Его остановили автоинспекторы на улице Нурихана Фаттаха, это в Салават-Купере. Сразу стало понятно, водитель не трезв. Тут же пригласили понятых и предложили ему сдать тест на алкоголь. В больницу поедете? Евгений Александрович, видели молчание? От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При этом все время просился отойти до ближайших кустов по нужде. Против природы не пойдешь. И автоинспекторы его отпустили, но вместо кустов мужчина сел за руль и уехал. Погоня была недолгой, настигли его возле собственного дома. Вам снимать больше нечего, что ли, девушка? Мы же не заставляем вас выпивать и садиться за руль. Ну все, сняли, давайте, до свидания, садитесь дальше, уезжайте. Нечего тут снимать. Почему? Может, вы еще раз куда-нибудь сорветесь? Может быть. Мужчину задержали и позднее доставили в отдел полиции. Ему предстоит ответить за невыполнение законного требования стражей порядка. К слову, машина, как установили автоинспекторы, принадлежит совсем не ему, а его знакомой. И теперь вполне вероятно, перед женщиной может встать непростой выбор: или лишаться водительского удостоверения за передачу управления нетрезвому человеку, или писать заявление об угоне машины. Во втором случае мужчине помимо лишения прав и крупного штрафа грозит и уголовная ответственность. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Еще одну машину, на этот раз «Ладу» 14-й модели, остановили автоинспекторы на Горьковском шоссе по подозрению, что ее водитель может быть нетрезв. В ГИБДД поступило сообщение, что компания заехала на заправку, где молодой человек пил пиво, а потом сел за руль. Он не отказался от прохождения экспресс-теста. Прибор показал, что спиртное водитель не употреблял. Сказали, типа, я с бутылкой пива стоял. Ну, как бы я дыхнул, мне ничего не показывает. И они меня повезут сейчас вот посыпать. Дальнобойщик из Беларуси получил тяжелые травмы после столкновения с КАМАЗом на перекрестке трассы М7 и улицы Центральная поселка Новониколаевский. Врезавшись в грузовик, длинномер протаранил отбойника, а его водитель в момент аварии вылетел из кабины. Рамиль Галиуллин узнал подробности и вспомнил, что аварии в этом месте, в том числе и страшные, совсем не редкость. Череп, бедро, ноги, что-то там. Он вылетел же прям. После удара 26-летний водитель фуры вылетел из кабины и рухнул на асфальт, получив тяжелые травмы. Белорусского дальнобойщика в тяжелом состоянии госпитализировали. Снова Николаевский поворачивал в ту сторону, в Москву. Вот город заканчивал, он на бешеной скорости вылетел по внутренней полосе и врезался. А он откуда ехал? С Москвы. А, сюда прям, да. на красный, да? Да. Вам только загорелся силен или уже горел? Или как было? Уже горел. Сначала длинномер въехал в угол кузова КАМАЗа, затем снес отбойник и проехал так несколько метров, чудом не зацепив встречные автомобили. От кабины кузова практически ничего не осталось. Водитель самосвала уверяет, правила он не нарушал и выехал на разрешающий сигнал светофора, в отличие от дальнобойщика. Свидетели, да, есть, взял номера телефона. Они уже уехали. Они что сказали, тоже за вас? Ну, конечно. У них есть эти регистраторы. К такому же мнению пришли и автоинспекторы. По их данным, аварию спровоцировал водитель фуры, который на перекресток выехал на красный свет. Светофор, кстати, единственный на несколько десятков километров. Скорость на этом участке дороги ограничена 50 километрами в час. Но несмотря на это, аварии здесь происходят часто. Одна из самых страшных произошла 26 мая минувшего года. Тогда 36-летний дальнобойщик, также из Беларуси, стал виновником столкновения 6 автомобилей. Первый удар на себя принял стоящий на светофоре «Шевроле Круз». Тогда по
Погибли 3-летняя девочка и ее 34-летняя мать. Пострадали еще 3 человека. Мужчина признал вину, сказал, что уснул за рулем. Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии поселения. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, Вадим Илларионов. Вызов 112. Необычная авария произошла этим утром на улице Залесная. На одном из светофоров столкнулись автобус и хлебовоз. У него от удара развалился кузов, и мучные изделия рассыпались по асфальту. Более того, обломки легковушки повредили еще 2 соседних автомобиля. Люди в аварии не пострадали. Мужчина без определенного места жительства ползал по проезжей части на перекрестке улиц Несмелого и Пролетарская. Неравнодушные прохожие вызвали ему медиков, но ждать их ему пришлось более часа. Первыми приехали полицейские, но садиться в патрульный автомобиль, чтобы просто согреться, он наотрез отказывался. Мужчина был без теплой верхней одежды, не было на нем и обуви. И он замерз настолько, что не мог передвигаться самостоятельно. Сейчас куда? Сразу несколько пожарных расчетов и экипажей патрульно-постовой службы прибыли к одному из домов на улице Тунакова, получив сообщение о пожаре. Дверь в квартиру, из которой валил дым, им не открывали. Замок решили вскрыть. Хозяин был дома, но спал, а на плите у него подгорела пища. Тушить ничего не пришлось, газ выключили, помещение проветрили. Тем самым спасли мужчину от отравления угарным газом. Они сдали сами себя, кинув бутылку со спиртным в автоинспектора. Как позднее выяснилось, алкоголь был краденый. А компания из 3 молодых людей на такси передвигалась от магазина к магазину. В одних что-то крали, другие грабили. Но связь между ограблениями и нетрезвой компанией стала ясна куда позже. Сегодня в Новосавиновском суде Казани должно было стартовать слушание этого дела, но процесс отложили. Почему, знает Айрат Назипов, который вспомнил всю историю. На скамье подсудимых 4 человека, 1 девушка и 3 парней. Все, за исключением обвиняемых, находятся под стражей. В суде молодые люди вели себя спокойно, чего не скажешь об их поведении во время задержания на улице Чуйкова. По данным полицейских, в ту ночь нетрезвая компания из 2 парней и 1 девушки украла спиртное из магазина на улице Лаврентьева. Взяв товар с полки и не заплатив за него ни рубля, молодые люди сели в такси. Водителю сказали ехать к другой торговой точке. На Чуйкова машину остановили, проверить у водителя документы. К пассажирам вопросов не было, пока один из молодых людей, сидящих сзади, не бросил в сторону автоинспектора стеклянную бутылку, причем прямо сквозь закрытое окно. Вы чего внимание привлекло? Что случилось? Чего внимание привлекло? Пьяный очень. Потому что крадем. Потому что крадем. Что украли? Что украли? Микрофон. Хочется. Уголовное дело было возбуждено по статьям кража и грабеж. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемых больше. Еще одного молодого человека задержали позднее, в машине его тогда не было. Следователи установили их причастность к нескольким десяткам эпизодов краж из магазинов на протяжении 2 месяцев. А в декабре прошлого года, согласно уголовному делу, вообще взломали дверь в магазин, забрали что хотели и скрылись. Всего на счету подозреваемых более 20 эпизодов преступной деятельности, которые совершены как лично, так и в составе группы. В основном они похищали алкогольную продукцию, иногда забирали продукты. Сумма причиненного материального ущерба организациям превышает 105 тысяч рублей. Известно, что молодые люди выбирали такие торговые точки, где всегда был большой поток покупателей. Слушание дела сегодня суду пришлось отложить. Причина в неявке подсудимой. 21-летняя девушка находится на лечении. В деле объявили перерыв. На следующем заседании планируется зачитать обвинительное заключение. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.